Яркая и запоминающая, в крымско-татарском театре царила настоящая атмосфера праздника. 25 творческих коллективов и 23 солиста из городов и районов полуострова продемонстрировали свои таланты. Они уже готовы узнать результаты. Всех призеров ждут ценные призы и поощрения. С этой стороны огромную поддержку оказал депутат Государственной Думы Руслан Бальбек. Выражаю ему огромную благодарность. Благодаря его помощи конкурс прошел ярко и незабываемо. Стать финалистами первого республиканского конкурса крымско-татарского искусства участникам было непросто. Они прошли несколько отборочных туров, удивляли судей игрой, харизмой и артистизмом. Мероприятие направлено на популяризацию и развитие крымско-татарской культуры на полуострове. Что касается крымско-татарской мелодии, это часть, наверное, души Крыма. И очень важно не только ее сохранить, но и дать возможность услышать всем, кто так или иначе имеет отношение к Крыму. Потому что крымско-татарская музыка, песни не только ласкают слух крымским татарам, умиротворяют душу, но и важно, наверное, говорить о том, что крымско-татарская музыка, песни – это часть истории Крыма, души Крыма. Это то, без чего Крым немыслим. В категории «Аматоры» и «Профессионалы» приняли участие 400 человек. Ограничения были только возрастные. Участвовать могли исполнители до 35 лет. А выступления оценивали специальное жюри. Это известные деятели культуры и искусств Республики Крым. Несмотря на то, что наши недруги постоянно говорят о том, что с приходом России, включением Крыма в состав Российской Федерации, все нагнетающаяся обстановка и все те направления, которые необходимы для народа, для его развития, в этой стране невозможно. Однако мы видим сегодня, что совместными усилиями всех уровней республиканской власти, общественных организаций, наших талантливых людей мы сохраняем это все, совместно делаем все наши лучшие проекты. И, конечно же, в преддверии уже Нового года подводим главные итоги, которые позволяют нам выделить особо одаренных, особо важных. Впервые всех призеров фестиваля наградили денежными сертификатами. Интригой гала-концерта стало объявление обладателей Гран-при. Абсолютным победителем в категории «Аматоры» в номинации «Музыкально-инструментальное искусство» стал Асан Черчир. Обладателем Гран-при направления «Аматоры» и денежным призом в размере 70 тысяч рублей становится Асан Черчир. Очень благодарен всем организаторам, всем спонсорам, своему отцу и Руслану Бальбеку. Благодарю всех за то, что продвигают талантов и помогают им развиваться. В категории «Профессионалы» обладателями Гран-при стал крымско-татарский ансамбль песни и танца «Хайтарма». Через национальный танец «Тым-тым» они сумели передать все богатство своей культуры. Сумма денежного приза – 100 тысяч рублей. Были слезы, были много смеха, радости, печали. Но мы сегодня можем сказать, что крымско-татарский ансамбль песни и танца «Хайтарма» был, есть и будет. Учредителями конкурса являются Министерство культуры и Центр народного творчества Республики Крым. Организаторы уверены, конкурс обретет статус международного и привлечет участников из других стран. Султаниса Такаева, Виталий Голубев, телеканал Миллет.